В эфире новостная программа «Итоги дня». С вами Марфирина Алексеева. Добрый вечер. Озвучу основные события уходящего дня. Глава республики посетил Хангаласский улус. Расскажем, какие вопросы были рассмотрены. Прогресс дорожных работ в Алмазном крае. Жители Мирного радуются обновлению. Подробнее о ремонте дорог. Будущее уже здесь. В Якутске стартовал чемпионат и первенство Дальнего Востока по гонкам дронов. Расскажем о перспективах, которые открывают гонки. Пройти медосмотр и сдать анализы бесплатно может любой желающий гость или житель Якутска. В парке культуры и отдыха проходят профилактические акции. Расскажем о них подробнее. Путешественник из Якутии пересек республику от юга до севера по кратчайшему пути и провел в пути 5 месяцев. Расскажем удивительную историю. Банк России по итогам заседания Совета директоров 25 июля решил снизить ключевую ставку широким шагом на 2% до 18% годовых. Центробанк России понизил прогноз по средней ключевой ставке до конца текущего года с 19,5% и 21,5% до 18,8% и 19,6%. Снижение ключевой ставки придаст импульс деловой активности. Сегодня глава республики с рабочим визитом посетил Хангаласский улус, а именно село Актемцы, где возложил цветы к могиле первого президента республики Михаила Николаева. Айсен Николаев в селе Чапаево ознакомился и осмотрел место возведения мемориального комплекса, а также провел заседание Организационного комитета по увековечиванию памяти первого президента республики. В городе Покровск проводил заседание по подготовке и проведению 23-й спартакиады по национальным видам спорта «Игры Манчары», которая пройдет в 2029 году. Конечно, сегодня, на мой взгляд, главный вопрос, который необходимо в кратчайшее время уже начать реализовывать, это возведение мемориального комплекса на его могиле в Актемцах. Был проведен большой конкурс открытый, более 10 проектов на него поступило. Был достаточно серьезный отбор конкурсный, я сам несколько раз тоже участвовал в его работе. Победила концепция наших якутских молодых архитекторов компании «Града». Сегодня, после того, как в прошлом году был заключен договор, они разработали полную проектно-сметную документацию мемориального комплекса. Она сейчас находится в госэкспертизе. Но и сегодня было мне доложено, что уже она практически на выходе. И до 10 августа мы проектно-сметную документацию всего объекта получим. Прогресс дорожных работ в Алмазном крае. Жители радуются обновлению. Это стало возможным из-за подписания соглашения между администрацией города и Министерством транспорта Якутии о предоставлении межбюджетного трансферта в рамках реализации программы «Инфраструктура для жизни». Общая сумма, выделенная на проведение работ, составит более 1 миллиарда рублей, что позволит значительно улучшить дорожную инфраструктуру города. За последние дни на улицах Алмазного края заметен значительный прогресс в дорожных работах. Подрядчик успешно завершает работы во дворе домов по адресу Амосова 96/1 и /2. И вскоре техника перейдет к дому 98. На данном участке администрация города предусмотрела увеличение ширины проезда. Ранее эти участки, некоторые участки были, так скажем, не в нормативном состоянии. Для разъезда 2 машин требуется минимум 6 метров. Раньше здесь была ширина 4,80. Администрация города расширила основание дороги, увеличила. И сегодня МУАД завершает работы по асфальтированию данного участка. На некоторых участках укладка 2-го слоя асфальта уже завершена. Жители с пониманием относятся к временным неудобствам, связанным с дорожными работами, и с радостью ожидают появления новых качественных дорог. Дети на маленьких велосипедах ездят. Это, конечно, замечательно, когда не по ямам, не по песку, по глине, а когда по асфальту, по ровному. Давно в этом районе не было, очень преобразился. Приятно пройтись, честно. Очень хорошо, что асфальтируют здесь внутриквартальную дорогу. Очень правильно, очень вовремя, уже назрел ее ремонт. Обновление инфраструктуры – это важный шаг к улучшению качества жизни города. Горожане, в свою очередь, благодарят всех, кто участвует в этом процессе, и надеются на дальнейшие позитивные изменения. Анна Васильева, Мирный.
Более 27 тысяч заявлений подано в 48 среднеспециальных учебных заведений Якутии. Абитуриенты проявляют большой интерес к рабочим профессиям. Высокий спрос наблюдается на медицинские, педагогические специальности, а также направления, связанные с IT-технологиями. В числе наиболее востребованных также техническое обслуживание и ремонт автомобилей и дизайн. Якутский педагогический колледж запустил заочную программу подготовки учителей начальных классов. А в селе Амга колледж цифровых технологий «Айтын» начал прием на новую специальность – разработка компьютерных игр дополненной и виртуальной реальности. Выпускники колледжей и техникумов пользуются спросом у работодателей. Каждый вторник на еженедельную онлайн-встречу с нашими колледжами и техникумами, где вы из первых уст можете услышать, какие же программы наше образовательное учреждение реализует. Ну и самое большое мероприятие – это единый день подачи документов профессиональной образовательной организации. Это 8 августа на территории площади Дружбы народов. Все образовательные организации Республики Саха-Якутия будут представлены и презентовать свои колледжи и программы обучения, на которые каждый желающий может подать свои заявления. Будет концертная программа, будут ярмарки товаров и услуг, которые реализуют наши колледжи, ну и небольшие концертные номера. В Госдуме предлагают ввести выплаты родителям школьников перед 1 сентября. Как считают авторы инициативы, собрать ребенка в школу – крайне сложная задача, особенно если в семье несколько детей. Поэтому депутаты разработали законопроект о ежегодном денежном пособии в размере прожиточного минимума одному из родителей школьников. Авторы инициативы уже отправили документ на заключение в правительство. В настоящее время прожиточный минимум на территории России составляет 17 773 рубля, для трудоспособного населения 19 329 рублей, для пенсионеров 15 250 рублей, для детей 17 201 рубль. Также в России разработали законопроект о противодействии буллингу. Защитников и организаторов школьной травли предлагают переводить в спецшколы. Проект впервые дает юридическое определение буллинга и предлагает отделять его от обычных школьных конфликтов. Ключевые признаки – систематичность, преднамеренность и унижающий характер. В случае подтвержденной травли агрессора смогут временно изолировать от коллектива. Педагоги и эксперты разделились во мнениях. В предлагаемой инициативе самой жесткой мерой по отношению к ребенку, который регулярно применял насилие к одноклассникам, станет временная отправка в учебно-воспитательные организации. В Якутске стартовали чемпионат и первенство Дальнего Востока по гонкам дронов. В состязания собрали свыше 40 пилотов из 4 регионов. И все они поборются за путевку на чемпионат России и право представлять округ. О том, какие еще перспективы открывают гонки, расскажет Саргалана Неустроева. Вам может показаться, что я нахожусь на площадке какого-то sci-fi кино, но на самом деле именно так выглядят современные гоночные трассы. Задача участников – пролететь через квадраты и преодолеть дистанцию за максимально короткое время. Но перед этим надо продумать тактику, пройтись по площадке и где-то даже смоделировать полет дрона. Все серьезно, ведь любая ошибка чревата крушением аппарата или, что еще хуже, выбыванием из гонки. Скорость дрона зависит от многих факторов. Например, от размера пропеллера, мощности двигателя и от контроллера. Например, вот этот небольшой развивает такую же небольшую скорость, всего до 20 км в час. В отличие от этого, вот этот дрон может разогнаться до 180 км в час всего за 2 секунды. Новый вид спорта уже насчитывает аж 8 дисциплин. Однако самые зрелищные гонки пройдут в классе 330 мм. Наиболее сложное, сразу можно сказать, что это 330. Во-первых, его собирать сложно. Ну и тут скорости совсем другие. Поэтому наиболее сложный, скорее всего, да, класс номер 330. Соревнования собрали самых именитых пилотов из регионов участников. К примеру, в команде Якутии имеются и 4-кратные чемпионы межрегиональных соревнований. Такой успех – это результат систематичной подготовки и, разумеется, хорошей материальной базы, отмечает наставник пилотов Станислав Васильев. Занимались усердно, тренировки. По всем конкурсам стараемся приехать, поучаствовать, поэтому как бы набирается опыта дети.
Надо иметь хороший вестибулярный аппарат, хорошую реакцию и продумать все шаги на 10 шагов. Соревнования такого масштаба в Якутии проходят впервые. Для помощи в организации чемпионата в столицу региона прибыли представители Федерации гонок дронов России. Они, в свою очередь, весьма высоко оценили подготовку и проведение состязаний. В целом все выглядит очень хорошо, региональное отделение молодцы, оборудование есть, персонал есть, пилоты готовы, вот на заднем фоне за мной. Я думаю, что все пройдет достойно, на хорошем уровне. Специалисты отмечают, несмотря на то, что гонки дронов достаточно молодой вид спорта, он уже демонстрирует свою перспективность. В регионах появляется все больше новых пилотов, а у главного чемпионата страны имеется внушительный призовой фонд. В общем-то, за право выступить на всероссийской площадке и поборются наши пилоты. Лучшие из лучших будут определены 27 июля. Саргалана Неустроева, Нюргун Старостин, Якутск. В Якутске провели военно-спортивную игру для воспитанников 3 загородных лагерей. 4 команды, 60 ребят приняли участие в интересной эстафете. Подробнее в сюжете Анастасии Пуляевой. Летний отдых для детей может быть разным, но в детских лагерях всегда очень насыщенная программа, в которой есть все – интеллектуальные викторины, активный отдых и полезные мероприятия. В рамках игры «Патриот» ребята получили новый опыт, показали умение работать в команде и практические навыки. Команды у нас проходят этапы, такие как военизированная эстафета, медицинская подготовка и представляют визитные номера «Мы юные патриоты». А также все участники проходят мастер-классы, это оказание первой медицинской помощи, национальная игра «Хамур» и командная игра «Лазертаг». Как отмечают участники и воспитатели, военно-спортивная игра – это хороший способ провести время, обучиться новым навыкам и сплотиться. Также не остался без внимания позитивный настрой и заряд энергии у команд. Наше ожидание – это отлично провести время и получить первое место. Они заряжены. Они мне сказали, что они заряжены на победу. Юные патриоты. Ну, как смогли подготовиться? Мы сюда приехали очень заряженными и заряжены на победу. Позитивный настрой ребят – это лучшая награда для организаторов, которые ставят перед собой задачу не только проверить физическую подготовку, но и способствовать всестороннему развитию подрастающего поколения. Это очень активный вид деятельности, и мы стремимся создать условия, которые способствуют гармоничному развитию детей, подростков и также развитию гражданско-патриотического воспитания. Лето – это пора новых впечатлений и воспоминаний. Военно-спортивная игра стала не только проверкой сил и умений, но и площадкой для новых знакомств и укрепления дружбы между ребятами из разных лагерей. Анастасия Пуляева, Станислав Потапов, Якутск. Новый конвейер и сепаратор. Сотрудники 12-й обогатительной фабрики Удачнинского ГОК приступили к завершающему этапу планового ремонта. Работы на предприятии, где обрабатывают руду карьера Зорницы и подземного рудника Удачный, продлятся еще месяц. Работы выполняют сотрудники Центра сервисного обслуживания фабрики, а также специалисты трестов «Алмаз-Техмонтаж» и «Алмаз-Автоматика». В рамках программы модернизации специалисты отремонтировали редукторы в зоне рудоподготовки. Планируют также смонтировать конвейер. Основные проекты на участке обогащения в этом году, это у нас по техническому перевооружению запланирована замена 2 грохотов вибромех на переделе тяжелосредной сепарации. На данном этапе эти оба грохота демонтированы, производятся подготовительные работы к монтажу. Также монтируем и будем испытывать новинку в компании, высокопроизводительный сепаратор УПВС. На данном этапе ведется подготовка к его монтажу. Команда профессионалов Нежданинского золоторудного месторождения отметила свой главный профессиональный праздник – День металлурга ударным трудом. Горняки преодолели рубеж в 25 тонн условного золота, произведенного в объединенном концентрате. Подробнее в сюжете далее. Под громогласное «Ура» награждают лучших сотрудников Нежданинского ГОКа. 4 десятка золотодобытчиков были отмечены различными наградами за свои производственные достижения. По итогам работы за прошлый год лучшим трудовым коллективом стала команда участка карьерного транспорта. Основная специфика работы коллектива – это перевозка горной массы. Туда, соответственно, уже входит все. Выполнение плана, дисциплина, и опять же стремление к цели. Наш коллектив сплочен из множества разных возрастных категорий, из разных регионов Российской Федерации.
Ну, то есть люди отовсюду. Человек приезжает, все, какой-то промежуток времени, стажировка, он становится частью команды, и все вместе мы двигаемся к одной цели. Якутия входит в тройку лидеров страны по добыче золота. Возрождение полиметаллом легендарного месторождения в Тампонском районе и запуск современного горно-обогатительного комбината создали более 1000 рабочих мест. Сегодня здесь успешно строят свою карьеру сотни якутян. Тесное сотрудничество компании и республики развивает горно-рудную отрасль, а вместе с ней укрепляет экономику, дает рост транспортной и энергетической системам. Здесь у нас на севере главная ценность – это электроэнергия и тепло. Основная задача энергетической службы – это обеспечиваем объекты КОК, фабрика, инфраструктура бесперебойно. Подается тепло и электроэнергия потребителям. Стабильное производство на Нежданинском ГОКе – это профессиональный рост местных кадров золотодобычи, увеличение налоговых поступлений и социально-экономическое развитие как Тампонского района, так и всей республики. Даяна Федорова, Наталья Шахурдина, Тампонский район. К другим темам. В России появится список стратегически значимых лекарств. Соответствующий закон подписал президент России Владимир Путин. Согласно документу, к таким препаратам будут относиться медикаменты, обеспечивающие приоритетные потребности здравоохранения, включая профилактику и лечение наиболее распространенных заболеваний в стране. Такие препараты должны производиться на территории России. Авторы инициативы в пояснительной записке отмечали, что это гарантирует наличие рабочих мест на производстве. Перечень важных лекарств, а также порядок и критерии его формирования должно утвердить правительство. Закон вступит в силу с 1 сентября текущего года. В Якутске в парке культуры и отдыха проходит профилактический здравосмотр. Все желающие могут бесплатно пройти медицинские обследования и получить консультации специалистов. Так можно проверить на ВИЧ-инфекцию, гепатит Б и С, туберкулез и сифилис по вторникам, а по средам взять анализы на онкомаркеры. Параллельно на Комсомольской площади проходит акция «Добрый вечер, доктор», в которой задействованы передвижные мобильные комплексы, оснащенные современным медицинским оборудованием. Пройти медосмотр можно в удобное вечернее время с 17 до 21 часа. Здесь проводим акцию «Добрый вечер, доктор». Она продлится до 30 августа. В рамках диспансеризации человек может пройти у нас, сдать кровь, общую, биохимию, ЭКГ и онкоскрининг. Это у нас женский мазок. Также у нас проходит тенсный онкопоиск. Пациенты могут сегодня пройти с 5 вечера до 9 вечера. Да? Но в основном это пациенты после рабочего времени приходят. Кто-то с деревни приходит, в парке гуляет. Поэтому люди приходят, не жалуются. 131 заявка от молодых якутян подана на участие во Всемирном фестивале молодежи, который пройдет в Нижнем Новгороде с 17 по 21 сентября. Всего на фестиваль зарегистрировалось более 62 тысяч человек из 175 стран и 89 регионов России. Больше всего заявок поступило из Марокко, Узбекистана, Индии, Эфиопии и Пакистана. Регистрация началась 16 апреля. Участниками слета могут стать молодые люди от 14 до 35 лет. Эксперты выберут 2000 лучших представителей из сфер медиа, креативных индустрий, спорта, образования, науки, госуправления, предпринимательства и IT. Впервые в Нерюнгри прошел мастер-класс по озвучке. Участники узнали основы и секреты профессии, смогли получить ответы на интересующие их вопросы и даже сами примерили свои голоса к персонажам фильма. Киноозвучка и дубляж – новое направление не только для нерюнгринской молодежи, но и для самих учредителей творческого объединения «Рекордс» и победителей ЧЕ. Если раньше работа касалась только видеопродукции, сейчас сфера деятельности расширяется. Была мечта создать эту озвучку еще очень давно, то есть года 20-го. Еще мы с ребятами пробовали, но тогда, естественно, у нас не очень хорошо получилось, потому что мы сами были, так сказать, профаны. Вот. И со временем, по крайней мере, я в себе это дело развивал. И сейчас хочу направить других ребят для того, чтобы мы сделали такой общий, совместный, дружеский проект и вывести его на публику. Мастер-класс начался с теоретической части, где участникам рассказали о базовых принципах записи, о технической стороне и о том, как работать с голосом и интонацией. Мне интересна эта деятельность тем, что я могу эмоции персонажа
передать зрителю, вызвать у него какие-то чувства страха, чувства радости, возможно, какого-то сопереживания благодаря своему голосу. Самое интересное было во второй, практической части мастер-класса. Я знаю, Симмонс, ты молодец. Пара вещей на повестке дня, дамы. Командование решило усилить аванпост Кровавого ущелья №1. Правильно, новобранец прибудет в течение недели. Но сегодня от командования мы получили первую часть груза. Лопес, вывози машину! В профессиональной звукозаписывающей студии у микрофона участники попробовали сами записать свои голоса и послушать, как это звучит на экране. Только что попробовали почитать текст, посмеялись, попробовали себя в озвучке. Узнали, что у кого-то есть какие-либо проблемы, у кого-то все очень плохо, у кого-то всего лишь немножечко. Сейчас ведется озвучка одного из веб-сериалов, который вышел в начале 2000-х годов и не имеет русского дубляжа. На сегодняшний день пишется перевод. Не менее полугода нужно для того, чтобы перевести все эпизоды, озвучить тексты и свести. И только после этого можно будет смотреть сериал, герои которого будут говорить голосами нерюнгринцев. Ирина Жданова, Андрей Гаянов, Нерюнгри. Пересек республику от юга до севера по кратчайшему пути. Прошел 19 северных рек, пешком и по воде. Провел в пути 5 месяцев. Это история путешественника с 20-летним опытом жителя Якутии Валерия Стемпеня. Чем рисковал, что получил и ради чего отправился в такую экстремальную экспедицию? Ответы в следующем сюжете. Это Бирюк. Это этап Ленский, Лены. Да, он закончился вот здесь. Сантиметры на карте, в реальности целые километры. От юга до севера Якутии, от Станового хребта до мыса Пакса более 5000 километров. Их Валерий Стемпень прошел на лодке один, не считая собаки. Верного друга Лайку Лану взял с собой. Это река Нуям Алданского бассейна. И пошел. Вот первый этап водный, это как раз Алдан. Нуям. Потом вот дальше идет Сутам, Ганам и Учур. Река Нуям на старте, затем Ганам с пятибалльными порогами, после Бирюк и переход на Вилюйский приток. Это первая часть маршрута. Всего этапов было 6. В сумме Валерий прошел 19 рек. И вот по Мархе вверх, это вот как раз по Мархе вверх до Далдына и потом до города Удачный. Вот Марха – это самая длинная река, по которой я прошел. Это почти ровно 1000 километров. Водоразделы путешественник старался проходить на вездеходе или авто, но в основном пешком. Трудности ждали у реки Орто-Селигир. Там на своих двоих Валерий тащил сначала лодку, затем вещи. 6 ходок. Прошел ее, можно сказать, пешком не один раз. То есть длина реки 90, по-моему, 3 километра. А прошел я по ней порядка около 200. Самое тяжелое в пути – не отчаяться. Поддерживали якутское отделение РГО, друзья и местные жители. На финальном отрезке пути у моря Лаптевых путешественника и вовсе встретил шторм. Рисковал жизнью, но не сдался. Ощущение постоянного страха, но вот ты когда идешь в волну, да, и ты понимаешь, что там заглох мотор внезапно, там, то есть волны такие нормальные на самом деле. То есть я даже со своим опытом как бы я понимал, что просто я иду по грани. Несмотря на все трудности, Валерий дошел от юга до севера Якутии. Доказал, кратчайший путь есть, его можно пройти. Мыс Пакса пересек, когда уже лед стоял. Итого 5 месяцев пути, более 5000 километров и серьезная подготовка. Маршрут обдумывал 10 лет. И все ради. Ура! 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 Каждый сходит с ума по-своему. У каждого свои тараканы в голове. Но вот у меня такие, то есть, да, я люблю путешествовать. Впереди у Валерия новые путешествия и новые маршруты, которыми он еще удивит. Экстремал и путешественник по натуре. В жизни Валерий работает строителем. В планах открыть турбизнес. Ему как раз есть что рассказать и что показать в Якутии туристам. Айсана Бурнашова, Айтал Байтунов, Москва. К этому часу это вся актуальная информация. Ну а я с вами прощаюсь. Всего хорошего и до встречи в эфире.